Здравствуйте, меня зовут Харудинова Альфия. Я являюсь проектировщиком данного татарского дома. Проектировать дом мы начали в 2016 году. В том же году был возведен фундамент дома. Сейчас предлагаю вам вместе со мной проследовать и посмотреть на то, что у нас получилось. Здравствуйте, меня зовут Асия Гусмановна, и я куратор татарского дома в парке Дружбы народов. Я немного расскажу вам о татарском доме. Татарский дом делился на зоны при помощи дощатой перегородки и полога. Это тюряга, гостиная. Направо малая комната, комната молодых. И самой главной мебелью гостиной был топчан, сяке. Там можно было спать вдоль и поперек, так как семьи были многодетные. Мы сейчас находимся в комнате молодых. Комната молодых обязательно должна быть закрыта пологом красивым. С правой стороны у стены у нас расположен сундук с приданными молодой хозяйки. Там лежат вышивки, намазлык вышитый, это молитвенный коврик, одежда и так далее. А впереди в углу висит люлька для младенца. И около зыбки лежит шкурка, чтобы молодая мама не застудила себе ноги. Мы сейчас находимся в рабочей зоне. Кухня, пашмак. Здесь большую часть своего времени проводит хозяйка. Утварь одинаковая почти у всех народов, проживающих на Волге. А печка отличается татарская тем, что она была компактной. Лежак был маленький. Там находилась квашня и кумганы с теплой водой. И тем, что две топки. Была топка большая и внизу малая топка. Эту малую топку, в малой топке поддерживали огонь целый день, чтобы в котле была теплая вода, так как татары совершают пятикратный намаз. Для того, чтобы произвести омовение, теплая вода нужна была для этого и для хозяйственных нужд. Мы вас приглашаем в татарский дом, ждем вас и расскажем поподробнее о быте и жизни татар.
истории сериала «Истинная жизнь» будет открыт. Наш дом реализован силами всего татарского общества Самарской губернии. Приглашаем вас посетить наш татарский дом в парке Дружбы народов. Добро пожаловать в парк Дружбы народов!